Вот представить журналистов, которые участвуют в нашей пресс-конференции. Это Аламжи Будаев, который представляет парламентскую газету «Думана», и Елена Тихонова, Да. интернет-газета. Владислав Владимирович, первый вопрос, который хотели задать, да, интернет-газета в Якутии.ру для своих читателей. В целом, каковы предварительные итоги анализа состояния преступности в городе Якутске по итогам, наверное, ну, если можно, уже 9 месяцев, а если нет, пока еще, то 8 месяцев, да. И хотелось бы узнать, по каким видам уголовных преступлений идет рост, а по каким может быть снижение, да, и причины, да, вот этого спада или роста. Спасибо за вопрос. То есть с начала года наблюдается положительная динамика, с самого начала года наблюдается положительная динамика снижения преступности на территории города Якутска. То есть регистрируется по всем отделам полиции города Якутска значительно меньше сообщений о преступлений, совершаемых. То есть мы проводили проверки, можем говорить о том, что это цифры достоверные, потому что то есть, наши комплексные проверки то есть, не показывали, не находили того, что какие-то преступления укрываются, либо скрываются сотрудниками полиции. То есть это цифры достоверные, это не может не радовать, но есть ряд, конечно же, уголовных направлений по уголовным делам, которые у нас наблюдается рост, но это объективно. То есть первое преступление, которое у нас уже второй год растет без остановки, это преступление в сфере IT-технологий, то есть так называемые мобильные мошенничества. Это вот статья 159 мошенничество. То есть все преступления, которые совершаются с использованием сети интернет, они вызывают наибольшее у нас волнение. То есть мы проводили координационное совещание по этому вопросу, то есть пытались организовать работу правоохранительных органов по борьбе с этим видом преступления. Органами полиции значительно увеличено вопросы профилактики, то есть уже распространено более 1000 информационных материалов. То есть они постоянно проводят, в том числе профилактические работы в средствах массовой информации, баннеры вывешивают, проводят программы. То есть сейчас этой работе уделяется очень большое внимание, в том числе прокуратуры города. То есть мы тоже в рамках правового просвещения пытались разъяснять жителям города, то есть публиковали как на сайте прокуратуры республики, на сайте окружной администрации, в средствах массовой информации, не так давно в печатных изданиях, именно чтобы люди не верили тому, что вот, когда им звонят и говорят о том, что у них там деньги сняли или еще что-то. Это вот самая большая проблема. По всем остальным направлениям, ну, у нас роста какого-либо, на который можно обратить внимание, да, что, который может дать какое-то влияние, состояние законности, у нас нет. Состояние преступности на территории нашего города, да, если у нас преступность растет, увеличивается совершение тяжких, особо тяжких преступлений, то тогда мы можем говорить о том, что профилактическая работа проводится ненадлежащим образом. Но с учетом того, что у нас вот, стабильно с начала года снижение состояния преступности, то есть снижение количества преступлений, совершаемых преступлений, да, то есть снижение регистрации с этих преступлений. То есть я могу сказать, что работа по профилактике преступности проводится достаточно эффективно. Но хочется, конечно же, все-таки всегда мы стремимся к лучшему, то есть мы всегда стремимся, чтобы сделать еще лучше. Мы в настоящий момент мы даже стали, помимо полиции, то есть мы совместные проводим мероприятия с полицией. То есть мы проводим совместные мероприятия по разъяснению законодательства, то есть о недопущении каких-то совершений преступлений совместно. То есть мы совместно с органами полиции в настоящий момент придумываем ролики социальные, то есть по борьбе с преступностью. То есть, ну, помимо этого, у полиции есть свой план профилактической работы, то есть прокуратура города, я могу сказать, ежеквартально осуществляет проверки исполнения законодательства о профилактике преступности на территории города. Это не только, конечно, в деятельности полиции, но и в других органах. То есть мы даем всегда, если что-то не делать, мы всегда даем этому принципиальную оценку. Но в настоящий момент, вот на сегодняшний момент,
работа проводится достаточно хорошо со стороны сотрудников полиции по профилактике преступности. От каких преступлений чаще всего в Якутске страдают дети? Здесь основной вид преступления, где у нас дети являются потерпевшими по уголовному делу, да, это 157-е, это, то есть, несвоевременная выплата алиментов, это 156-е, то есть 156-я статья Уголовного кодекса, то есть это ненадлежащее воспитание, да. И побои тоже, да? Да. Побои в том числе, это вот если у родителей бывает, то есть я про это 156-ю статью сказал, ненадлежащее воспитание, вот как раз, когда родители бьют детей, вот это как раз это и есть статья. То есть тяжких каких-либо преступлений в отношении детей совершаются в единичных случаях. То есть основная масса это вот такие, которые я назвал, это, а именно тяжкие, ну, совершается, конечно, преступление в отношении них, в том числе полового характера, но эта цифра незначительна, так могу сказать. Как дела, у нас дела обстоят на борьбе с коррупцией, так скажем? С начала года, то есть в производстве правоохранительных органов города Якутска, в производстве находилось 7 уголовных дел коррупционной направленности. На сегодняшний момент окончено производством и направлено в суд 6 уголовных дел. Из этих 7, то есть все уголовные дела, у нас по всем уголовным делам в настоящий момент уже состоялись приговора. Все приговора обвинительные. Оставшееся одно дело, оно тоже в ближайшее время будет направлено в суд. В основном, хоть уголовные дела коррупционной направленности являются одним из самых сложными по своей структуре по доказыванию, то есть с момента возбуждения уголовных дел такой направленности мы всегда сразу же данное дело, уголовные дела берем на контроль и фактически в постоянном режиме контролируем ход и расследование этих уголовных дел. Поэтому фактически у нас стопроцентная раскрываемость, то есть раскрытие этих преступлений, если дело возбуждено, оно в любом случае будет окончено и направлено в суд. Сразу какой-то пример привести, может быть. Не так давно осужден иностранный гражданин, задачу взятки должностному лицу, то есть это один из руководителей рынка на Лермонтова, да, то есть он пытался купить себе место, хорошее место, то есть это было задокументировано, он как бы, это все, он направлен в суд, быстро дело закончено, менее чем за 2 месяца, и состоялся приговор вот буквально не так давно. По нему он осужден, ну, он осужден в виде штрафа, не к реальному лишению свободы, потому что вину он признал, раскаялся в содеянном, принял все меры, то есть оказал полное содействие в раскрытии преступления. Еще такой пример был, да, тоже, наверное, слышали, как один из руководителей столичных агентств недвижимости присылал денежные средства гражданам. То есть, ну, там, да, там реальный срок. Мы фактически, то есть, когда уголовные дела коррупционной направленности рассматриваются судом, мы во всех случаях всегда публикуем информацию в средствах массовой информации. Мы заговорили о таких делах, а как бы, ну, с точки моей зрения, да, вот это дело попадает еще и обманутые дольщики, в принципе. От правоохранительных органов находилось достаточно большое количество уголовных дел в отношении нерадивых руководителей этих предприятий, ТСЖ, там, всяких коммерческих кооперативов и так далее. Они находились достаточно длительный период времени. То есть фактически мы сами изучили все уголовные дела в начале года, еще в прошлом году изучали эти дела, дали конкретные указания о производстве конкретных следственных действий, что необходимо делать. Все абсолютно дела в отношении, что касается дольщиков, были окончены производством, все направлены в суд, и все уголовные дела получили свое решение. Это, то есть, обвинительные приговоры с реальным лишением свободы. В настоящий день мы смотрим, то есть, в том числе благодаря этому, то есть те организации, которые строили, недостроили, практически все признаны, и сейчас в результате органами государственной власти и мер фактически все дома, которые у нас раньше были
как так называемыми проблемами недостроями, да, фактически во всех случаях сейчас либо принимается мера о достройке, либо гражданам, которые вложили туда денежные средства, принимаются решения о возмещении каких-то денежных средств. То есть права граждан восстанавливаются. И у нас с каждым месяцем на территории города Якутска количество обманутых дольщиков уменьшается, количество проблемных объектов также уменьшается. Эта работа будет продолжена, пока у нас в городе Якутске не будет ни одного обманутого дольщика, ни одного проблемного объекта. А я в этом уверен. Ну, это, наверное, Что мы этого дела добьемся. Битяя, как там дела по Американова. Вот. Это, про Американова не знаю, то есть это не мой надзор, уголовное дело там расследуется следственная часть МВД Республики, и надзор осуществляет прокуратура Республики. А так, да, это Битяй, все правильно вы говорите, это и Семир, это и Монолитстрой, все, абсолютно все, которые ранее были у нас на слуху, они все закончены. Ну и уже совсем, если говорить к свежим, да, таким, опять же, все мы знаем, слышим, то есть в средствах массовой информации об этом говорится, это проблемный дом по Калице 18, строймонтаж 2020 застройщик является. Для сведения просто скажу о том, что по результатам проверки прокуратуры города Якутска мною принято решение о направлении материалов проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя данной коммерческой организации по факту злоупотребления своими полномочиями как руководителя коммерческой организации. Хотели спросить, вот по Короленко 25 с вашей инициативы как бы дело сдвинулось, или как это все произошло? Я могу здесь не отметить, наша инициатива, конечно, тоже была определенная. То есть, я не могу не отметить в том числе правильную и конструктивную позицию окружной администрации в этом вопросе. Действительно, то есть с самого начала, когда еще в летний период, весенний период времени мы обсуждали эти вопросы, и было принято обоюдное такое решение, что хоть там есть определенные проблемы, но граждане, которые проживают в этом доме на Короленко 25, страдать не должны. Они и так уже достаточно долго и проблемно, то есть уже не один год страдают, да. Пора эти проблемы как бы заканчивать. Вот решили, приняли решение такое, что сделать все, оказать содействие во всем, чтобы разрешение на ввод в эксплуатацию данного дома было получено. Благо мы этого добились.